Праспект Машэрава абласнога цэнтра. Яшчэ учора на месцы гэтых пнёў знаходзіліся маладыя ясені. Побач з імі нядаўна пасаджаныя дрэвы. І, як высветлілася, хутка яны знікнуць. Когда вот так вот идешь и не видишь ни одного дерева, конечно, тоже страшно. Что и дети, и все мы дышим, и хочется, чтобы больше было кислорода в городе. Деревьев достаточно, но, конечно, в каком они состоянии, оставляет желать лучшего. Скарачэнне гэтай зялёнай зоны, кажуць у гарвыканкаме, мера вымушаная. Тут пашыраюць полосы для дарожнага руху. Гэта прадугледжана планы мадэрнізацыі Кобрынскага пуцеправода. А вось тут работы планавыя. Пры гэтым, як кажуць актывісты-эколагі, пацярпеў не толькі знешні выгляд дрэў. Естественно, все сразу заметили, насколько улица стала ужасающей. Но и с другой стороны, если взять тему того, что ветки, которые или стволы дерева, которые обрезаются больше, чем в окружности 10 сантиметров, это дерево, как правило, через 5 лет становится аварийным. Никто не думает о том, что 5 лет тому назад именно это дерево, над ним была произведена та самая омолаживающая обрезка. У так званай амаладжальнай абрэзкі ёсць і свае рэкамендацыі. Яна праводзіцца, калі крона большая, чым каранёвая сістэма. Трэба таксама улічваць пароду і ўзрост расліны. Як кажуць эколагі, ужо пасля за такімі дрэвамі неабходны асаблівы ўход, а працэдура спілу галінак павінна стаць рэгулярнай. При подобной обрезке, особенно когда еще оставляют столбы, да, такие фонарные столбы без ветвей, вот, дерево, естественно, пытается очень быстро возместить ветви, и она просто выпускает очень быстрые побеги, да, из ствола, которые крепятся, они растут не изнутри дерева, они растут при коре. Такие ветки самые опасные, потому что при любом ветре, так как фиксация их происходит вот на первом-втором кольце дерева, да, если взять годичное кольца, да, и оно очень-очень быстро обламывается. И вот мы получаем огромные ветви на машинах. У гарвыканкаме аб праблеме ведаюць і запэўніваюць, хутка сітуацыя зменіцца. Вопыт будуць пераймаць у мінскіх калег. Плануецца, што яны правядуць неабходныя майстар-класы для брэсцкіх спецыялістаў. Чтобы наши сотрудники могли обучиться по этим мастер-классам и в дальнейшем использовали вот эти навыки, которые они получат от Минска в дальнейшей работе. Мы хотим, чтобы наши деревья росли еще дольше, не гнили, не заболевали после этой обрезки. Технология внесет новые изменения в рост деревьев. Деревья будут более красивее, крона у них будет более пышная, деревья не будут так болеть, как в данный момент. Магчыма, агульнымі намаганнямі Брэст зноў зможа стаць утульным зялёным горадам, дзе будуць мірна суседнічаць юныя дрэўцы і дрэвы з гісторыяй. Евгений Мороз, Александр Сивицкий, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».